Интеграционные процессы, глобальное переустройство мира, безопасность. Основные темы форума «Абхазия Глобал». Единственная площадка, на которой можно обсуждать вопросы обеспечения мира и безопасности Абхазии и Южной Осетии – женевские дискуссии. Однако на протяжении многих лет они проходят практически безрезультатно. Документ о неприменении силы так и не подписан. А с началом СВО Швейцария перестала занимать нейтральную позицию. В формате дискуссии обсуждаются два ряда вопросов. Это, собственно, безопасность и гуманитарный аспект. К сожалению, что касается гуманитарного аспекта, то грузинская сторона не очень хорошо себя ведет. Она пытается все эти вопросы выносить на площадку ООН, куда, к сожалению, несмотря на многочисленные попытки донести голос и Абхазии, и Южной Осетии, не получается, нас сюда не пускают. Это тоже, вот, так сказать, современная демократия. Что касается самих дискуссий, как я уже отметил, современная ситуация сильно на них повлияла. Это не только с точки зрения логистики, поскольку сам путь до Женевы, кстати, о Женеве, Швейцария, далеко уже не нейтральная страна. Относительно наших определенных ответных мер в отношении некоторых сопредседателей женевских дискуссий, многие люди задались вопросом, почему мы отказались, скажем, во въезде сопредседателям. Это было связано с тем, что западные участники переговорного процесса не согласовывают с нами организационно-технические вопросы, ставят нас в положение людей, которые не могут высказать свое мнение. И, разумеется, мы в таком режиме работать не очень правильно и не очень разумно. В связи с этим мы показали, что у нас тоже есть свое мнение, что мы будем требовать уважительного отношения к Республике Абхазия, к Республике Южная Осетия. Если западные участники переговорного процесса будут вести себя таким образом, то и наш ответ будет абсолютно симметричный, как принято говорить в дипломатии. Что касается самой Женевы, действительно, вот трудно, наверное, назвать Женеву нейтральным местом с определенного времени. И мы обсуждали возможности в этом контексте Минской площадки, на что многие западные участники сказали, что мы не хотим ехать в Минск. Тогда возникает вопрос, почему мы должны ехать туда, куда мы не хотим. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подчеркнул, что документ о неприменении силы между Абхазией и Грузией был подписан в августе 1997 года по инициативе тогдашнего министра иностранных дел России Примакова. Наличие этого документа важно подчеркивать, отметил Шамба. Намерением как-то сблизить позиции, вот Примаков нас повез тогда в Тбилиси. Ну, конечно, мы ни о чем не смогли договориться, потому что мы твердо стояли на своих позициях, но все-таки этот визит завершился подписанием очень важного, с моей точки зрения, документа. Подписали Шеварднадзе и Арзенберг при посредничестве Примакова о том, что стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы. И что все возникающие вопросы будут решаться путем переговоров. Понимаете, я считаю, что мы должны придерживаться буквы этого закона. Для нас это очень важный документ, и мы должны все время указывать на то, что между нами есть такое соглашение. Оно называется заявлением, не договор, правда, а заявление. Участники беседы отметили важность интеграционных процессов. На самом деле интеграционные процессы в Латинской Америке и в Карибском бассейне очень важны. И мы с самых давних времен считаем, что это очень важно. Надо объединяться в борьбе против колониализма и гегемонии. На площадке форума «Абхазия Глобал» участники обсудили ряд других тем. Особое внимание было уделено безопасности в Закавказье. Гугуца Вардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.